У белорусской писательницы украинского происхождения Светланы Алексеевич есть книга «У войны не женское лицо». Одна из самых известных в мире книг о войне. В 2015 году Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию по литературе. «Пишу не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств», подчеркивала автор книги, которая рассказывает о Великой Отечественной войне через воспоминания женщин. Спираль истории завернулась так, что и в 21 веке уже есть новый повод для таких произведений. Героиня нашего сюжета Марта. Когда ей был 21 год, она подписала контракт и стала участницей специальной военной операции, будучи студенткой Казанского федерального университета. Она стала и участницей нашего телемарафона «Все свои», который прошел 17 октября. Марта никого не оставила равнодушным. Действительно, меня удивили. Пример для многих. Спасибо вам большое за эту беседу. Мне кажется, удивление для всех вообще. Удивила Марта когда-то и друзей, и одногруппников, и преподавателей Казанского федерального университета, когда они узнали, что в 21 год девушка решила стать участницей специальной военной операции. Казанский университет, он как появился? До того, как ты попала в зону СВО? Да, или? я поступила еще за несколько месяцев до того, как я попала на фронт. Вот я поступила на педагогическое направление, 2 иностранных языка изучаю, 2-й год уже. То есть будешь преподавателем, учителем? Нет, переводчиком. Просто интересно, языки изучать легко даются. Стараюсь совмещать, как-то сдавать задания, приезжаю на сессии. То есть заочка получается? Нет, у меня очная. Очная даже? Да. То есть какие-то такие все-таки особенные условия? Ну да, приходится иногда. Насколько часто все-таки получается появляться на учебе? Каждый день пока что я здесь, уже 2-й месяц хожу. И отсюда же, опять же, все-таки куда-то на тренировки ходите, да? Стрелковый центр, либо там фитнес, либо на плавание. Всегда занимаюсь активным образом жизни. Для меня обстановка спокойная, нет такого предпочтения особых. И здесь комфортно, и там, туда иногда тянет. Все-таки тянет? Да. Там друзья, товарищи, братство наше. Свободное от учебы время, чтобы не забывались навыки, решила посетить спортивный центр «Динамо». То есть ни дня без тренировки, да? Да, сегодня один из таких дней, когда выходной в университете, и вот нужно уже бежать на тренировку. Здравствуйте. Добрый день. Бегом организацию. Здесь условия близкие к идеальным. И сверху ничего не падает, и летнего зноя или пронизывающего осеннего ветра тоже нет. Там лежишь на земле, как правило, не в тепле, с подсветкой еще. У тебя отвлекаются такие коптеры, летающие над тобой, и вертолеты. Здесь интересно тренироваться. Спортивная винтовка, конечно, сильно отличается от боевого оружия, но по весу примерно такая же. Ощутимая разница в силе нажатия на спусковой крючок и отдачи. При работе с боевым оружием выстрел ощущает все тело. Снимала на память тренировку и на полигоне. Там расстояния до цели измеряются иногда в километрах, здесь в десятках метров. Но к спортивному оружию оказалось нужен другой подход, хотя есть и общее с боевым. Прицел как это? АК, двенашка, такой же прицел. Большая мечта с детства стать военной осуществилась. Контракт подписывала в Тамбовской области и практически сразу оказалась в действующем подразделении на территории проведения специальной военной операции. Как ребята вы встречали, да? Я про них хотела, да. Нормально восприняли, сначала немножко удивленно, но ничего. В моем взводе, по крайней мере, очень доброжелательно относились. Наоборот, приятно, что все пацаны, хоть одна девочка у них во взводе. Не у всех есть. Подружились, и там реально узнали, что такая настоящая дружба. Такой дружбы, как там, наверное, нигде нет. Может, даже легче в мужском коллективе несколько работать. Не знаю, мне по кайфу. Никто тебя не обижает, никто не трогает. Какие-то там отношения межличностного характера уже запрещены. То есть все понимают. Но серьезные ребята, там все добровольцы уже за плечами по 5-10 лет ВДВ. Изначально в голове прокручивались разные варианты. Внутренне подготовилась к самому худшему. Но в первые дни и даже месяцы, как и всем, было особенно страшно. Со временем привыкла. Приехала после первого контракта таким с ПТСРом, с расстройством стрессовым, что даже здесь вот был страх какой-то, который сохранился от тех мест.
Не знаю, как-то привыкаешь уже, и все. Как-то рациональность появляется, что, ну, нет, не убьют, почему, не должны. Ну, в общем, уже не боишься, уже все равно вообще. Убьют, вообще плевать. Да, со временем так, а что бояться? Потому что долго, когда человек находится в стрессе, в страхе, он скорее сойдет с ума. Как-то была работа внутри себя с этим страхом? Да или оно- нет, само как-то. Ребята не боялись, и все, или не показывали свой страх, и я как-то тоже старалась так же. Не знаю, просто со временем привыкаешь. Были прилеты поблизости, контузии, ранения. Вытаскивала под снайперским обстрелом раненого товарища. Сейчас подходит к концу уже второй контракт. Как и многие бойцы, говорит, что идти туда нужно осознанно, без принуждения. Но если человек боится, вот ничего ты с этим не сделаешь. Он будет вас тянуть обратно. Вот вы не можете вот уйти без одного, без двух человек. Вот просто так их оставить в лесу. А надо штурмовать, нужно там идти вперед. То есть они вас тянут назад, там, выдают ваши позиции. Там. Но нет такого ощущения, что вот, не знаю, вот эти вот мужики, взрослые мужики здоровые, да, прячутся за спиной вот... Да нет, никто не прячется за моей спиной, ни разу никто не прятался, наоборот. Мне всегда давали выбор, хочешь езжай на передовую, хочешь нет. Перед каждым выбором прям командир подходил, поедешь нет. Я, то есть, либо составляю на тебя боевое распоряжение, пишется на каждого. То есть это твой выбор. Каждый, то есть у мужчин нет такого, чтобы их выбор был. Это мой выбор был. В принципе, многие говорят, девушкам на войне не место, наоборот, ведь никто не просил тебя туда приезжать. Вот. Ну, ты решил сделать это дело, так что дерзай. В линеечку ноги. В линеечку. Чуть пошире, тебе будет устойчивее стоять. Вдруг потом придется стрелять где-нибудь стоя. Все, носок заверни или пятку. То есть параллельно, чтобы было, да. Это самая, вот я тебе говорю, вот, самая устойчивая позиция, вот. Устойчиво стоять на ногах – навык, который нужен всегда и везде. Тренер подскажет, но набираться опыта приходится самой. Тренироваться никогда не поздно, как и учиться тем самым иностранным языкам, например. Мирная жизнь наступит, и кроме военного дела очень хочется стать переводчиком. Сейчас надо доучиться. Но потом уже будут старшие курсы, где будет сложнее. Вот я про это. Там особо важно уже посещать все занятия. В ближайшие дни снова вернется к боевым братьям, и там, по возможности, будет выполнять учебные задания. Сил придают отношения местных жителей. Вот в Луганске и Донецке особенно заметно, когда приезжаешь туда, ну, местные жители как к тебе относятся, прям там в магазине стоишь где-то, ждешь ребят, там подходят, ну, желают победы там скорой, вот, все расспрашивают. Ну и традиционный наш вопрос, почему мы победим? Потому что у нас, не знаю, наверное, самая сильная армия в мире, самые отважные войны, и самый надежный тыл, наверное, в виде жен, матерей наших бойцов. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, 7 дней.